Горный Улус образован 25 июня в 1931 году. Улус расположен в центральной части Республики Саха-Якутия. Административный центр – село Бердигистях. От столицы республики города Якутска находится на расстоянии 184 километров. В настоящее время муниципальный район состоит из 9 муниципальных образований поселенческого типа. Население Улуса составляет более 12 тысяч человек. 3 октября в Горном Улусе состоится Республиканский форум «Активное долголетие». Накануне этого мероприятия редакция газеты «Забота Арче» пригласила в студию Улус-Медиа главу Горного Улуса Никиту Викторовича Андреева. Добрый день. Я поздравляю вас с переизбранием главой Улуса. Большое спасибо. И к теме нашего разговора. Какие социально ориентированные проекты и новые технологии по работе с пенсионерами и пожилыми людьми реализуются в вашем Улусе? В горном районе работа проводится на постоянной основе. В последнее время нужно отметить, что люди пожилого возраста, они не замыкаются в себе, не хотят, скажем так, стареть, хотят заниматься активной общественной деятельностью, общаться друг с другом. И здесь я хотел бы отметить большую работу нашей централизованной библиотечной сети имени Петра Денисовича Аввакумова. В 2016 году была создана школа 50+, Школа третьего возраста. Школа третьего возраста, да. Ну, такая практика в целом была внедрена во многих регионах страны. И мы, конечно же, ориентировались на опыт ведущих наших муниципалитетов по республике. И благодаря активной работе многие наши граждане, которые находятся в пенсионном возрасте, предпенсионного возраста, начали собираться по интересам. На сегодняшний день действует порядка 13 кружков, 13 объединений. Это все формируется вокруг нашей централизованной библиотеки. Занимаются не только, скажем так, тренингами, обучением. Но это вот общая тенденция, которая имеется в нашей стране и в нашей республике в частности. Но кроме этого собираются и формируют определенные проблемные вопросы, которые необходимо решать, и активно участвуют в грантовой деятельности. Вот, благодаря такой активной совместной работе уже несколько грантов было реализовано. Наиболее такой значимый это вот во время проведения игр Манчары. Люди старшего поколения, они сформировали проект на более чем 400 тысяч рублей и реализовали его. Это вот проект, посвященный официальной символике наших наследников, нашего района. Вот, и мы очень рады, что такая инициатива была реализована. Как только прекращается общение, как только прекращается деятельность по определенным направлениям, уже, скажем так, человек угасает и значительно, скажем так, внешне стареет. И необходимо вот общение не только в кругу семьи, но и в кругу людей, которые имеют общие интересы и примерно одинакового возраста. Вот. Поэтому я считаю, что вот такие проекты, они очень значимы и еще будут более востребованы в связи с тем, что все-таки
здравоохранения у нас улучшается, и количество граждан более, скажем так, возрастных все больше становится. Очень много у нас граждан с нарушениями зрения, вот, которые нуждались в проведении операций в офтальмологической больнице. Мы с прошлого года практику ввели формировать группу граждан, которым необходимо операционное вмешательство, и направляем автобусом в офтальмологическую больницу, и там они специально, скажем так, занимаются группой из горного района. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить руководство офтальмологической больницы, персонал за такую очень нужную и своевременную поддержку. Горный Улус на сегодняшний день один из лидеров по гражданской активности населения. Мы второй год подряд становимся победителями в своей группе районов по этому направлению. Соответствующие дипломы и финансирование со стороны Министерства молодежи и социальных коммуникаций направляется второй год. Мы благодаря этой поддержке тоже активно поддерживаем наши общественные организации. На сегодняшний день более 140 общественных объединений в горном районе. Много. Из них 42 это зарегистрированные некоммерческие организации. Функционирует 9 территориальных общественных объединений, которые уже также зарегистрировались как некоммерческие организации. И мы с 2013 года, начиная с 2012 года, начали заниматься этой проблематикой, потому что, честно говоря, вот бюджеты муниципальных образований, поселений, района все-таки недостаточно для того, чтобы охватить все проблемные вопросы. И не только проблемные, но и вопросы, которые ставят наши общественники, активные граждане, для того, чтобы улучшать качество жизни, улучшать и реализовывать какие-то вот их проекты. Вот такая практика, на самом деле, она была, и население, конечно же, было недовольно тем, что не все их проекты, не все их инициативы поддерживаются. Вот, мы начали с того, что предусмотрели штат работника, который будет заниматься именно общественными организациями. И сформировали несколько площадок для обсуждения проблемных вопросов и определили для себя субсидирование затрат по отчетности некоммерческих организаций. Не секрет, что общественные организации имеют проблемы с отчетностью, с налоговой отчетностью, со статистикой и Минюст. Это вот такие основные отчеты, которые необходимо сдавать. И отсутствие этой отчетности, наличие задолженности по налогам и сборам, конечно же, негативно влияет на возможность участия этих некоммерческих организациях в различных конкурсах, грантах и в целом мешают их повседневной работе. Вот. И благодаря такой поддержке постепенно и благодаря тому, что мы на своем уровне начали предусматривать средства, сформировали грант главы района
для общественных организаций. Наши общественники начали потихоньку реализовывать свои небольшие проекты. Назовите самые яркие проекты, какие? Например, это проект в рамках проведения игр Манчары по развитию добровольчества в период проведения спортивных игр. Там было задействовано более 100 наших граждан, и были задействованы также волонтеры из других регионов, из других районов, из других регионов Российской Федерации. Вот такой очень крупный проект, благодаря поддержке Росмолодежи, он был реализован. И нужно отметить, что на сегодня это принято на вооружение Министерством спорта, и как рекомендация они предлагают опыт нашего района вот, в рамках проведения спортивных игр. Здесь я хотел бы поблагодарить Центр добровольчества и волонтерства нашей республики, который активно нас поддержал. Зампредседателя правительства Ольга Валерьевна Балавкина и, конечно же, Министерство молодежи вот, активно поддержали нашу инициативу. И на сегодняшний день уже реализовано порядка 160 проектов на общую сумму более 80 миллионов рублей. Это вот начиная с 2013 года. За 10 лет, я считаю, достаточно большой объем. И что хорошо, граждане уже видят, что не только от муниципалитета, не только от наслега или района можно получить финансирование на реализацию своих проектов. И мы из этих 160 порядка 100 это вот региональные и муниципального характера проекты, реализованные за счет грантов главы республики, грантов Министерства молодежи, муниципальных наших грантов. Порядка 60 это вот проекты, которые реализованы на средства в основном фонда президентских инициатив, фонда культурных инициатив, фонда Тимченко. Алмаз-Эргенбанк активно работает в этом направлении. Вот все возможные варианты мы стараемся отрабатывать. А вот вообще есть какой-то секрет, алгоритм такой организации такой успешной работы? Ну, мы активно стараемся всем разъяснить, показать, как мы работаем. Вот то, что этим летом была делегация Челябинской области во главе с Комиссаровым, это тоже результат той работы, которую мы проводим совместно с Министерством молодежи и Центром по поддержке некоммерческих организаций, ресурсным центром. Вот, мы стараемся проводить семинары, вебинары для других районов, для поселений, чтобы они тоже посмотрели, как это у нас получается. Спикерами выступают непосредственно наши руководители общественных организаций. Есть несколько специалистов, которые, скажем так, уже активно умеют формировать заявки в различные фонды. Они тоже делятся своим опытом, консультируют. Но секрет, на мой взгляд, это поддержать инициативы населения. Население очень активно хочет участвовать во всех направлениях деятельности, во всем, что связано с улучшением среды обитания, скажем так, рабочих каких-то моментов. И многие проекты, они нацелены на то, чтобы развивать какие-то направления. Например, вот недавно
Федерация по стрельбе из лука. Они организовали общественную организацию «Садах» и уже получили грант на развитие своего вида спорта. На сегодня в нашем районе уже 2 населенных пункта, которые имеют свой дизайн-код. Это село Бердигестях и село Магарас. Вот, ну, вначале мы, честно говоря, не совсем поняли, что такое дизайн-код, как говорится, чем его едят. Но вот это была инициатива Управления архитектуры и градостроительства республики. Мы активно включились в эту работу. И я считаю, что не прогадали, потому что благодаря изменениям, которые люди видят по благоустройству территорий, в целом считаю, что изменяется самосознание людей. Уже люди совсем по-другому относятся к своей территории, к своему селу. Вот. Была проведена большая работа при поддержке Управления градостроительства и архитектуры, десант студентов, архитекторов, людей, которые хотят продвигать вот эту тему. Они проработали в селе Бердигестях. Очень было много интервью, много обучающих семинаров, опросов населения, с чем идентифицируется село Бердигестях в понимании каждого жителя, что вызывает гордость у жителей, каким они видят в последующем развитие своего населенного пункта. Сформирован дизайн-код, он основывался на основной тематике, на названии села. Бердигестях – это от слова бердигест, то есть молодой сосны. Вот, и весь дизайн-код он был сформирован вокруг этого, скажем так, понимания, что мы территория развивающейся, растущей сосны. Вот, и поэтому, ну, как-то так получилось, что все, что после этого у нас началась какая работа, оно все начало развиваться. И многие жители поддержали этот дизайн-код, потому что на самом деле, как я сказал, была проведена большая работа именно с населением. Сегодня многие жители уже при формировании ограждений руководствуются дизайн-кодом. Многие предприниматели при оформлении своих объектов руководствуются дизайн-кодом. При формировании проектно-сметной документации социальных объектов мы также вот придерживаемся вот этого дизайн-кода. И в целом село, я считаю, преображается на глазах. И я надеюсь, что эта работа будет продолжена. После того, как был построен сквер Эе в селе Бердигестях, это вот самый центральный наш сквер, вот, при посещении главой республики Кобяйского района жители села Кобяй, они изъявили желание провести такую же работу, как в селе Бердигестях. Вот прямо они так сказали. Дизайн-код Магарас какую концепцию имеет? Ну, дизайн-код Магарас, он сформирован также на предпочтениях и предложениях населения. Там есть определенные вот такие вот пиктограммы, знаки, связанные с Магарасом. Это тоже хвойный лес, животные, которые ассоциируются с охотой, с удачей, баянай, скажем так. Ну вот
и во многом перекликается сельской местностью, с образом села Магарас. Как, на ваш взгляд, какие факторы мешают и, наоборот, благоприятствуют организации работы по созданию комфортных условий проживания? Есть объективные причины. Это прежде всего наши климатические условия, условия транспортные, расстояния наши. Трудности. Да, трудности, вот это связано с этим. И еще один немаловажный момент. В сельской местности у нас более, скажем так, большие нормативы предоставления земельных участков, поэтому расстояние между домами, оно чуть больше, чем в городской местности, скажем так. Это тоже налагает определенные увеличение стоимости при капитальных вложениях. Вот. Но в целом я хотел бы отметить, что благодаря политике руководства республики проведена очень большая работа по созданию условий для жизни в сельской местности. Это, конечно же, работы по газификации населенных пунктов. За 10 лет у нас газифицировано 2 населенных пункта. Это село Асыма и село Бердигистях. По селу Асыма газификация практически выполнена на 100%. По селу Бердигистях в текущем году, например, подключено 190 пока домов. В прошлом году было чуть больше 300. Вот, поэтому считаю, что работа в этом направлении продолжается, и мы благодарны социальной газификации, проекту, инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно же, здесь нужно отметить очень грамотную и наступательную политику Айсена Сергеевича Николаева по социальной газификации населенных пунктов. Очень правильное решение то, что оператором по социальной газификации определена, по сути, государственная компания «Сахатранснефтегаз». Вот, и мы видим, что благодаря тому, что «Сахатранснефтегаз», являясь крупной сетевой организацией, имеет ресурсы, кадры и возможности для того, чтобы обеспечить исполнение вот такой государственной задачи. Но также я хотел бы отметить большую работу со стороны ГУПа ЖКХ по подключению частного сектора к сетям отопления. В свое время была проведена большая работа по реконструкции и умощнению квартальных котельных в Горном районе. И благодаря этому у нас более 1000 семей имели возможность подключиться к сетям отопления. Мы гордимся селом Дикимдя, практически полностью, и селом Дикимдя, селом Йорт, которые практически полностью подключены к сетям отопления. И по селу Дикимдя имеется также вот централизованное водоснабжение. Централизованное водоснабжение, поэтому условия жизни практически ничем не отличаются, а может быть даже и лучше, чем в городской местности. Вот. Но здесь я хотел бы отметить, что нам помогает. Нам помогает позиция главы республики Айсена Сергеевича по улучшению условий жизни наших граждан. Вот. Наступательная позиция Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства промышленности, поддержка граждан со стороны Министерства труда. Вот это все в совокупности
помогает нашим гражданам не оставаться один на один с этими проблемами. В свое время Арсений Сергеевич говорил, что нужно менять подходы работы по созданию условий жизни сельской местности. И мы сегодня реально видим, что эти подходы меняются, и есть результаты, которые мы должны закрепить и улучшить. Ну, если мы говорим о комфорте жизни, да, то в первую очередь, наверное, должны подразумевать и доступность среды. Какая работа ведется по созданию доступной среды для инвалидов, для семей с детьми-инвалидами? Имеется у нас комиссия, которая занимается определением доступности отдельных зданий и сооружений, скажем так. Вот, мы определили для 47 объектов, которые должны иметь доступность для населения. И на сегодняшний день 42 из этих объектов уже имеют определенную доступность для отдельных категорий граждан. Здесь нам очень помогает субсидия со стороны Министерства труда и социальных отношений. Ежегодно мы участвуем в конкурсе, и ежегодно 2-3 объекта у нас по этой субсидии на условиях софинансирования проводятся работы по обеспечению доступности для отдельных категорий граждан. Мы, конечно же, прежде всего имеем в виду доступность для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но также проводится работа для граждан с нарушениями зрения и слуха. Вот такая работа проводится, и я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших предпринимателей, которые тоже активно вовлекаются в эту работу и обеспечивают свои объекты необходимой инфраструктурой для обеспечения доступности граждан. Ну, в текущем году, например, у нас были проведены работы по школе в селе Магарас, детскому саду в селе Асыма. Вот, в рамках этой работы мы выявили то, что имеется проблема по обеспечению доступности на квартирных домах. Ну, благодаря программе переселения сейчас активно ведется строительство многоквартирных домов по всей республике. И, если не ошибаюсь, с 2020 года была введена обязательное требование об обеспечении доступности строящихся новых домов. Те дома, которые были построены до этого, они, конечно же, не имеют соответствующей инфраструктуры. И здесь в текущем году у нас есть обращение семьи инвалидов, которые проживают на квартирном доме и, конечно же, сталкиваются ежедневно с трудностями по доступности свою квартиру. Мы этот вопрос обсудили с министром, внесли свои предложения по увеличению, скажем так, возможности муниципалитетов направлять средства субсидий, в том числе и на обеспечение доступности в многоквартирных домах. Уже построенных. Да, уже построенных, уже введенных в эксплуатацию и эксплуатируемых. Вот мы в текущем году, благодаря поддержке Министерства финансов, они предусмотрели средства на сбалансированность Бердянскому наследию, и по обращению этой семьи должны до конца года обеспечить доступность в этом многоквартирном доме, где они проживают.
Но это вот разовое решение, но я считаю, что необходимо обеспечить условия для того, чтобы муниципалитеты на системной и плановой основе работали в этом направлении. И в части вот комфортной среды также хотел бы отметить работу Министерства труда. Есть отдельная субсидия для инвалидов первой группы в части формирования благоустройства в их домах. Вот, в текущем году мы участвовали в конкурсе и в 4 наследниках должны обеспечить инвалидам первой группы благоустройство, то есть чтобы они имели возможность жить в благоустроенном доме. И такая работа, она, надеюсь, будет продолжена. И здесь также у нас было обращение со стороны граждан, которые являются инвалидами первой группы, но по зрению. Субсидия предусматривается только инвалидам первой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Мы тоже внесли предложение Министерству труда расширить круг возможных потенциальных получателей, чтобы все инвалиды первой группы имели возможность быть обеспеченным благоустроенным туалетом у себя дома, получается. Вот, мы очень рады, что Министерство труда очень тщательно и на системной основе проводит работу по улучшению условий жизни отдельных категорий граждан. Одним из условий, в том числе для благоустройства, для создания комфортной среды, это является обеспечение централизованным водопроводом в сельской местности. Мы в этом направлении проводим достаточно плановую, хорошую работу. В текущем году должны ввести эксплуатацию водочистные сооружения в селе Бердигистях. И также имеем 2 проекта в сельской местности. Это села Кептин и Кюрелях, где также хотим обеспечить населенные пункты централизованным водопроводом. Вот, надеемся, что благодаря поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства, главы республики, правительства республики, эти проекты будут реализованы, и в течение определенного времени все населенные пункты нашей республики будут иметь такую хорошую возможность быть обеспеченными централизованным водопроводом. Какие 3 наиболее серьезных проблемных вопроса предстоит решить руководству? Это централизованное водоснабжение, это обеспечение круглогодичной дорогой и соответствующими хорошими дорожными условиями в населенных пунктах, всех наших населенных пунктов. И третье – это обеспечить переход от печного отопления на газ или на центральное отопление для тех граждан, которые на сегодняшний день отапливают свои дома самостоятельно, печным отоплением. Вот 3, на мой взгляд, самых таких актуальных и важных вопроса, на которые мы нацелены. Назовите 3 вещи, 3 пункта, которыми вы гордитесь как глава Улуса. Я горжусь тем, что благодаря поддержке руководства газ пришел в Бердигистях, в Асуму и Бердигистях, и имеется реальная возможность подключиться к газовым сетям. Я горжусь тем, что введена в эксплуатацию
школа на 550 мест имени Семена Петровича Данилова, школа, где работали мои родители и где учился я сам. И имеется возможность для сегодня 758 учеников педагогического коллектива учиться и работать в современных условиях. Ну и третий вопрос, ну, это вот за активных наших граждан, которые активно участвуют во многих направлениях жизнедеятельности, общественной жизни. И то, что общими усилиями у нас получилось добиться того, что Горный Улус стал лидером гражданской активности в Республике Саха-Якутия. Моя жена Туяра Васильевна, мы с ней познакомились, когда учились вместе в финансово-экономическом институте, поженились в 2001 году после того завершения, окончания института. Вот, у нас есть дочка Алая, она сейчас учится в высшей школе экономики на режиссера анимации. Вот, до этого она проучилась, ну, хотела заниматься созданием мультипликационных фильмов, анимацией, поэтому выбрала это направление, проучилась в среднем профессиональном образовательном учреждении, в филиале ВГИК в городе Иркутске, закончила его и проработала год в Центре дополнительного образования детей. Это в Горном. В селе Бердигистях. Обучала детей вот, анимации, созданию мультипликационных роликов, фильмов. Вот, и после этого решила стать, ну, улучшить. Выбрать профессию. Выбрать профессию и, скажем так, улучшить свои навыки. 1 октября – День пожилых людей. Также в октябре мы отметим День матери в республике. И очень значимый для всех нас праздник – День учителя. Я вот недавно посмотрела передачу на YouTube-канале Бердигес ТВ. Ваши родители, оба учителя, педагоги. Также в честь, в память о вашем отце Викторе Касьяновиче Андрееве проводится киберспортивный турнир. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях, об учителях, повлиявших на формирование вашей личности, и несколько слов о турнире. Оба моих родителя, они закончили школу в Бердигистяхе, вот, учились в Якутском государственном университете. Мой отец Андрей Виктор Касьянович, уроженец Малтанинского наследия нашего района, первый сын большой семьи. Вот, наша бабушка Дьяконова Мария Николаевна является матерью-героиней, воспитавшей 10 детей. Вот, и вместе с Андреем Касьяновичем они прожили достаточно долгую и, я считаю, счастливую жизнь. Благодарен судьбе, что в 1978 году они переехали в Бердигистях и стали проживать с нашей семьей. И всю свою сознательную жизнь у меня были и бабушка, и дедушка, и родители, и братья, и сестры. Ну, вот поэтому я считаю, что детство было у меня достаточно счастливым. Хотел бы отметить, что мой отец, являясь учителем математики и информатики, одним из первых в республике, сформировал компьютерный класс, начал обучение школьников именно
азам вот, компьютерных технологий. Я считаю его родоначальником IT-технологий в Горном Улусе. В то время был, скажем так, определенный компьютерный клуб без таких, скажем так, четких правил, но тем не менее любой ребенок, любой учащийся, который хотел поиграть, он имел возможность поиграть после уроков в компьютерном классе, которым работал мой отец. Вот, и он допоздна оставался, давал возможность детям играть и, по сути, приобщал детей не бояться вот этих новых технологий, не бояться открывать, там, закрывать какие-то программы, использовать их. И мы со своими родственниками решили организовать такой турнир по киберспортивному спорту, по нескольким видам компьютерных игр. Турнир проводится уже несколько лет. И, конечно же, мои родители, мои бабушка и дедушка очень сильно повлияли на мое развитие, на становление меня как человека, на отношения с людьми, на формирование таких навыков, связанных с социальными, скажем так, как сейчас говорят, soft skills. Я сам учился в Бердистяской средней школе имени Семена Петровича Данилова. Первым учителем является Людмила Егоровна Ксенофонтова, заслуженный учитель РСФСР. Так получилось, что я проучился в Дикимдинской школе в Мутасском наслеге. Участвовали в проекте, да? Участвовал в проекте по постановке Олонко, Джулурен Эргумбаутур. Вот, и режиссером и постановщиком была Августина Николаевна Филиппова. Как раз это в годы реализации национальной концепции образования. Вот, да. Вот получается, вот как раз в девятом классе, в 92-93 году вот был такой период. После 9 класса я учился в Республиканском колледже, ныне Республиканском лицее-интернате, вот, и директором которого был Иван Иванович Шамаев. Вот, наиболее такими повлиявшими на меня учителями, наверное, являются вот мой первый учитель Людмила Егоровна, мои родители, которые обучали физике, математике, также учитель географии Анна Дмитриевна Осипова, учитель по русскому языку Розалия Никентьевна, ну вот многие другие мои учителя, они, конечно же, сформировали меня как... Да, каждый учитель вносит свою, да. Иван Иванович тоже очень сильно повлиял. Благодаря программе первого президента Михаила Ефимовича Николаева была такая программа «Одаренные дети». И по этой программе многие учащиеся Республики Саха-Якутия имели возможность обучаться за рубежом. И в период учебы в Республиканском колледже весь наш класс направили в Швейцарию для обучения в международном колледже. И это тоже, я думаю, повлияло на мой кругозор, на мое становление как специалиста и как человека, потому что вот в этом международном колледже Дулиман обучались многие дети работников Организации Объединенных Наций, других международных организаций, которые были расквартированы в Женеве, дети послов, там,
руководителей стран, крупных бизнесменов многих стран. Поэтому я увидел, что они тоже такие же дети, как и все мы. И, по сути, возможности у каждого ребенка, они не ограничены социальным статусом или страной, где он родился. Вот. Поэтому я думаю, что весь период, который я обучался в школе, он очень активно помог мне стать тем, кем я сегодня являюсь. Спасибо за интервью. Успешной вам работы и новых проектов. Хотел бы поблагодарить коллектив газеты «Забота Арче» за то, что постоянно проводите большую работу по информированию населения, ваших подписчиков, по всем нововведениям социальной жизни нашей страны и республики, и отдельных районов. Мы очень горды тем, что в свое время Лукин Александр работал в вашей газете, наш земляк. Вот. И я желаю удачи всем вашим подписчикам, чтобы у них все было хорошо и все получалось. Горный Улус является одним из улусов, где у нас наибольшее количество подписчиков. Поэтому мы вас благодарим за интерес к нашей газете.